Руслан, моей 5-летней дочке на Новый год подарили книжку о финансах. Представляешь, этому обучать, оказывается, нужно, как только ребенок научился считать. Вот ты знаешь, честно говоря, лет 10 назад я бы над этим посмеялся. А вот сейчас я полностью поддерживаю. Потому что жизнь каждый божий день подкидывает нам какие-то новые истории на старую тему. То финансовые пирамиды, то какие-то... Мошенники все извращеннее и извращеннее. Люди все попадаются на эту удочку. Вот сколько раз им не говори, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, все равно новые и новые истории. Руслан, честно говоря, я из этой книжки для себя много что почерпнула. Это, кстати, неудивительно. Я да? тебе тоже принесу, почитаешь. Ну, на самом деле, финансовой грамотности нужно учить с детства. Это уже факт, точно. И давай сегодня опять об этом поговорим. Как в наше непростое время и заработать, и деньги не потерять. Угу. Может, в криптовалюту инвестировать? Криптовалюту. Ну, давай и об этом поговорим тоже. Давай. Очередникам помогаем купить квартиру. Четко, просто, ясно, да? Ничего сложного нету. О том, что в Башкортостане компания Life is Good, организация с признаками финансовой пирамиды, начала активно привлекать клиентов, редакция «Честно говоря» первой рассказала весной 2021 года. На презентации людям предлагали вступить в потребительский кооператив под названием Bestway, который обещал ипотеку под 0%. Состоит ли вот эта организация в реестре Центробанка? У нас счет в Сбербанке. У нас счет в Сбербанке нам открывали, и это полгода проверял Сбербанк. Наш кооператив. Нет, в реестре Центробанка. Можно я вклинюсь в ваш разговор? Я не могу просто понять, для чего вы, с какой целью вы это все снимаете? Кто-то вас позвал, представил. Пенсионерка Галина была тогда на той презентации и поверила обещаниям человека преклонного возраста в солидном костюме и внесла в потребительский кооператив деньги, которые так долго откладывала. Очень надеялась через полгода справить новоселье. Сразу внесла первоначальный взнос 35%, а это, извините меня, не маленькая сумма. Ежемесячно я оплачивала паевые взносы, это по 10 тысяч. Вот уже прошло больше года, но никакой квартиры мне... Арина Ефимова узнала о компании Life is Good, когда ее представители сами пришли к ней в офис предложить свои услуги. Обещали 20% годовых. Небывалая ставка, которая и насторожила женщину. Мы сразу насторожились, потому что у них был непроверенный сайт, какие-то счета были тоже непонятные, поэтому мы сразу насторожились и их выпроводили. За короткое время по всей России компания Life is Good и ее дочерний кооператив Bestway привлекли тысячи пайщиков и инвесторов, которые уже сейчас заподозрили неладное и начали искать помощи у юристов и правоохранителей. Центробанк России провел проверку деятельности этой компании и по ее результатам в конце 2021 года внесли Life is Good в реестр организаций с признаками финансовой пирамиды. Эти организации имеют все классические признаки финансовой пирамиды. Ну, во-первых, они не включены в реестр финансовых организаций Банка России. Во-вторых, предлагают нерыночные свои продукты по нерыночным процентным ставкам. В-третьих, ведут массированную рекламу в социальных сетях. И в-четвертых, информация о вложении денежных средств, а направление вложения денежных средств у них отсутствует. Эксперты считают, что вкладчики сильно рискуют. Организация может в любой момент признать себя банкротом, и шанс вернуть вложенные деньги у инвесторов и пайщиков не будет. У финансовых пирамид нет никаких реальных активов. Сладкая мечта любого человека — иметь пассивный доход или хотя бы приличную копилку на черный день, если уж нет своего свечного заводика. Но терпения копить хватает не у всех. А кому-то, честно говоря, откладывать не позволяют доходы. Ну вот финансовые эксперты заявляют, что при любом доходе необходимо иметь стойкость не растрачивать все до копейки, а откладывать хотя бы 10%. Но в реальности далеко не все достигли хотя бы среднего уровня финансовой грамотности. А потому, пытаясь заработать, часто попадают в сети мошенников. Современные лисы Алиса и коты Базилио придумывают все новые и новые поля чудес. А доверчивых Буратино меньше не становится. Можно ли вложить деньги и их не потерять? Хранить в рублях, долларах или криптовалюте? Скажется ли инфляция 2021 года на ценах 2022? Всегда ли жизнь в кредит – это зло? Эти и другие актуальнейшие вопросы обсуждаем сегодня в эфире программы «Честно говоря», вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Юлия Габасова, известный эксперт по финансово-юридическим вопросам, руководитель агентства «Зеланд Групп».
Айдар Зубаиров, депутат Горсовета Уфы, так представим его сегодня, и председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам. Ренат Хилажев, финансовый эксперт, член Совета по инвестициям Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. И Расима Ваисова, заместитель начальника экономического отдела Национального банка по Республике Башкортостан. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Тема, по которой мы сегодня собрались, мы ее поднимаем постоянно. Не потому, что нам нравится по какому-то поводу, а потому, что жизнь подкидывает все новые и новые факты и истории. Во многом печальные. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какие элементарные правила нужно соблюдать нашим людям, чтобы не попасть в тяжелую материальную и финансовую ситуацию, и чтобы, проще говоря, их не развели какие-то мошенники? Юля. Но хотела бы сказать, в первую очередь нужно обращать внимание на свои финансовые возможности и немножко смотреть вперед, ну хотя бы на год, на два. С чем мы столкнулись? Мы столкнулись с такими клиентами, которые берут, то есть финансовую нагрузку, которую уже не могут на тот момент оплачивать, и вылазят финансовые организации, которые завышенной процентной ставкой. То есть это микрофинансовые организации, где 350 годовых. Когда уже не могут оплачивать кредиты по 20%, они берут по 350. Но это же логично, что в дальнейшем они войдут, один возьмут, второй возьмут, третий, и наступает... Юлия, вот как вы считаете, это больше такой какой-то психологический момент? Конечно, психологически. Этот человек хочет как бы зажить лучше, да, но не всегда и у всех Ну, это надо же адекватно получается. оценивать свои Конечно, возможности, и не да? только свои. Айдар, скажите, пожалуйста, вот понятные причины изложены, да? Почему, несмотря на все вышеизложенное, недостатка в клиентах, мягко говоря, честно говоря, да, микрофинансовые организации не испытывают? Почему это происходит? Снова и снова. Ну, честно говоря, здесь вопросов психологических много раз. Значит, люди порой принимают решения в каком-то неуравновешенном состоянии. Вот. И как раз задача мошенников, в первую очередь, психологически вывести человека в стрессовую ситуацию, в которой он уже начинает принимать неправильные решения. Во-вторых, вот к совету о том, что нужно делать по поводу противодействия мошенничеству, это необходимо в случае сомнений, надо всегда звонить самому в банк. Не в находящие звонки отвечать, а если есть сомнения, положите трубочку и наберите телефон банка. А вот если вот в случае с Best Way, допустим, когда они вот говорят, что давайте, вот вы не можете... Никакой банк вам не предоставит таких прекрасных условий, как предоставим мы, и у вас появится квартира. Ну... Что руководит людьми при принятии подобных решений? Желание и страсть пройти более коротким путем до своей заветной мечты. Наверное, это так. Да. Алчность? Конечно, наверное, в этом прямо решение. сейчас зажить хорошо. Ренат, вот вы какие бы слова подобрали, если бы вот здесь и сейчас решался бы вопрос, брать или не брать, или вот как? Мне вспоминается присказка одного ротного из разведки, когда он говорил, что здоровая паранойя и тяжелая бдительность – суть синонимы. Проблему вижу в том, что граждане сейчас из-за того, что у нас вокруг информационный хайп и развлекалово идет со всех сторон, люди разучились информацию воспринимать критически, с одной стороны. И им достаточно легко залезть под кожу и вызвать доверие. С одной стороны, с другой стороны. Все-таки, видимо, не всем. Да почти всем. Почему? Потому что мало кто задумывается о том, какую информацию они о себе сливают в сеть через соцсети. И что расшаривают доступ к этим публикациям они кому угодно. И сами представляют свои же собственные слабые места, да, на которых потом может кто-то играть. Да? Да, и любой злоумышленник на самом деле... Кто родители, кто мама, кто папа. Да. Любой злоумышленник, он может собрать легко информацию и войти человеку в доверие. И сейчас написаны даже специальные программы, там их специалисты называют пауками, в которых собирают информацию, агрегируют, обрабатывают и машинным способом... Легенды какие-то создают. Да, и машинным... Нет, не легенды создают, они машинным способом собирают информацию о человеке из разных соцсетей, собирается, и формируется определенное досье. Расима, вот как представитель регулятора, скажите, пожалуйста, какие элементарные правила нужно соблюдать, во-первых, да, жителям, чтобы не попасть, чтобы не стать жертвой мошенников, и, во-вторых, где вот эта вот тонкая грань между легальным и нелегальным финансовым бизнесом?
Вообще правила здесь элементарные, простые. Это вот тот базовый уровень финансовой грамотности, о котором вы говорили в начале передачи. Действительно, прежде чем доверить, вообще решить, если вдруг у вас появились деньги, вы хотите начать инвестировать или хотите доверить свои деньги любой финансовой организации, нужно убедиться в том, что это легальный участник рынка. Ну что значит легальный участник? В случае нарушения прав будет какая-то возможность защитить потом эти права. Легальность участия, она обусловлена либо наличием лицензии Банка России, либо наличием этой организации в реестре действующих финансовых организаций. Проверить это элементарно, очень просто. У вас на сайте все? На сайте Банка России, прямо на главной странице, есть активная кнопка «Проверить финансовую организацию». Если человек не нашел в списке легальных участников, то есть наличие лицензии, повод задуматься это раз. Во-вторых, можно его проверить в списке компаний с сомнительными, с признаками сомнительной деятельности. Какие вы можете назвать достаточно известные в широких кругах компании, которые вошли в этот список? Например? Даже тот Best Way, который вы упоминали, и, в принципе, на слуху, которые были организации. Да. Инкруиз тоже входит в этот список? Входит, тоже входит. Вот вопрос. Вот вы уже опубличили вот этот список, черный список компаний, которые имеют признаки финансовой пирамиды. Но они все равно продолжают работать. Да, почему? Как это происходит? Почему это происходит? И, как вам кажется? Вот. И люди все равно туда идут и говорят, что они же все равно вроде работают. Почему тогда какие-то силовые методы не применяют и не закрывают их? Ранее вообще с 1 декабря уже был принят законодательный акт, позволяющий Банку России предоставлять списки компаний с признаками сомнительной деятельности в прокуратуру, у которой есть полномочия до судебного прекращения действия вот этих сайтов. Прокуратура поручает Роскомнадзору сразу блокировать эти сайты. Если раньше блокировка в связи с тем, что таких возможностей у Банка России не было, она занимала от 2-3 месяцев, а в этот момент, так скажем, лавиной, в надежде заработать 500% в день, привлекались все новые и новые участники. 500% в день? 500% в день. Это в день. Безусловно, обещание высокого дохода должно сразу насторожить человека, ведь это могут предлагать только шарлатаны, а гарантированный доход, как мы с вами знаем, предлагают только банки по вкладам, по депозитам. Спасибо. Мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Берешь чужие на время, отдаешь свои с процентами и навсегда. Иногда со слезами и даже с последней рубашкой в придачу. Давайте посмотрим историю от Тимура Давлетова, как микрозаймы обернулись макропроблемами для людей. Вам для того, чтобы закрыть долг, вот вы сюда зашли, и не надо тут меня перебивать. Если вы хотите заплатить, берете судебному приставу, перечисляете на расчетный счет или... Эти люди пришли в офис микрофинансиста Ирика Сайфудинова, чтобы выяснить, почему, будучи под следствием за мошенничество в особо крупном размере, он снова на работе, только вывеску сменил. На мужчину завели уголовное дело после того, как в полицию обратились 45 человек. Истории у всех почти одинаковые. Зимой ко мне пришли нас выгонять в 11 часов дня. Мороз, февраль месяц. Был колотун, ребенок, внучка годик, и внучке 6 лет другой. Валентина Букунова хотела только решить финансовые трудности, а лишилась единственного жилья. Взяла заем в компании «Ирса Кредит» по 96% годовых. Платила вовремя, но однажды случилась просрочка. Та самая, которую как хищник ждал ростовщик. Женщина только после выселения узнала, что кредитный договор составлен таким образом, что при первой же просрочке кредитор имеет право подать в суд и взыскать еще долго квартиру. Получается, что мы остаемся на улице. Мама, не выдержав этого известия, зная, что дом арестован, просто у нее становится плохо сердцем, ее увозят в больницу, делают операцию, и она просто не выдержит и умирает. Ирик Сайфудинов обвиняет клиентов в лукавстве, мол, о рисках договора и высокой ставке знали. Они не хотят возвращать деньги. Простая, банальная причина. Просто не хотят возвращать деньги.
Как Эрик Сайфудинов вернулся к работе, будучи под следствием по статье «Мошенничество в особо крупном размере», потерпевшие не понимают. После того, как репортаж, честно говоря, показали по федеральным каналам, в отношении Эрика Сайфудинова уголовное дело возобновили. Сейчас его снова изучают как юристы, так и следователи. Люди верят, что вину предпринимателя все же докажут, и он понесет наказание. А это срок до 10 лет лишения свободы. Есть такая известная история, мы тоже рассказывали об этом в своих выпусках. Там, скажем, Кантор, либо РСА Кредит, и там несколько сотен заявителей, как они уверяют, что они потерпевшие, которые в залог по договорам займа вписывали свое недвижимое имущество, лишались его вследствие невыполнения договора по каким-либо причинам. Насколько вот законна эта деятельность? Потому что в некоторых случаях возбуждают уголовные дела по признакам мошенничества, в некоторых нет. Точка зрения регулятора вот по этому поводу есть какая-то определенная? Нет, определенной позиции нет, но тут мы можем сказать о том, что все-таки те факты, о которых вы говорите, это следствие низкого уровня финансовой грамотности. Это и большое распространение той же социальной инженерии. То есть если у людей мнение... читают договора, да, не читают, невнимательность... в условиях. Неправильная трактовка даже изначально каких-то гарантий. Юлия, вот с вашей точки зрения, здесь где эта тонкая грань пролегает? Или, опять же, человек, который подписал подобный договор и лишился вследствие него единственной своей квартиры, сам виноват? Мне кажется, у нас сейчас такое время, мир идет быстрее, чем наша грамотность. Вот в этом... И Мошенники все мошенники пользуются вот этим. Впереди на шаг, да? Да, да. И то и на два. не на шаг, да. А то и на два. А то и на два. Поэтому... 10-15 лет назад не было таких. Да не было, конечно. 20 лет точно не было. Ну, то есть технология. Вот как раз Расима об этом сказала, что как только у человека появляются деньги, у него появляется жгучее желание куда-то их инвестировать и вложить. Айдар, ты вот сталкивался с этим? Появляется банк онлайн, появляются, значит, предложения на телефоне. И многие задумались о том, что взять сейчас кредит подешевле, чтобы потом вроде как его отбить. Вот я скажу, что найти свою выгоду. Я понял. Расскажите, на самом деле одно из событий таких знаковых 2021 года, который там закончился в прошлом году, заметьте, значит, честно говоря, это то, что никогда такого большого роста ставок Центрального банка не было, роста ключевой ставки. И мы в этом году, в прошедшем году, на самом деле, многие банки пересмотрели все кредитные программы. Те, кто в начале года того брал ипотеку под 5,5%, под 6%, под 6,5%, сейчас, конечно же, радуются, потому что ставка там уже за 8 перевалила. Да? И поэтому вот тенденции такие, как бы, когда есть рост ставок сезона, есть когда идет стратегическое падение. Так. Поэтому не всегда взятый кредит – это плохо. В каких случаях, вот, может быть, расскажете, Юля, вы, в каких вот случаях смотрите, я вот чуть-чуть не зло? согласна вот с этим. Не согласна. Почему? Хорошо. Потому что тот человек, который финансово неграмотный, он не думает об этих процентных ставках. Он все равно будет брать кредиты под любую процентную ставку. С чем мы сейчас столкнулись? Почему у нас сейчас идет то есть закредитованность населения? Вы что, думаете, они на проценты смотрят? Нет. Они не смотрят на процент, они не смотрят наперед. То есть это они не финансовое думают. планирование. Конечно, у них нету этого планирования. Брали, ну да, кому-то повезло, да, взяли ипотеку. Но даже Но при этом они не думали заработать какие-то. Нет, нет. Давайте вспомним, допустим, 5-10 лет назад, как выдавались кредиты. Во-первых, заявки рассматривались по 2-3 дня тщательно. Сейчас у нас за 10 минут, за 2 минуты бывает, да, одобряются полностью там 2 миллиона. Здрасте, кого проверяли? За 2 минуты что могут проверить? Я вам расскажу сейчас, как проверять. Расскажите. Вот, но те люди, которые, допустим, заходят в онлайн, берут эти микрофинансовые организации займы, им интересно 350? Да многие вот с такими глазами приходят, я говорю, вы куда смотрели? Там же написано, разве? Сколькистраничный договор? Там 100 страниц? Одна страница. Микрофинансовая организация, одна страничка. Большими буквами 350, да, стоит? Да. И она не называется кредитный договор, она называется заявление.
Но это, видимо, вот обратная сторона того, о чем говорила Расима. 500% в день дохода, а здесь 350%. Конечно. Нет, там же не 350 в год, там же 1%, по-моему, в день. 350 годовых. Ну, а они Расима говорила о доходе в 500% в день. Вот. Это вот просто Это две явный крайности, признак да? финансовой пирамиды. Ренат, о чем вы хотели добавить? Ну, на самом деле, проверить заемщика достаточно легко. У нас есть... И быстро достаточно происходит сейчас это. У нас 3 крупнейших бюро кредитных историй. Это Объединенное кредитное бюро, это Equifax Credit Services и НБКИ. Они все частные, имеется в виду? Это частное бюро, да. Там не полная информация. Минуточку. Бюро кредитных историй. Их бизнес – продавать информацию о своих заемщиках. Они поделили качественных заемщиков и некачественных заемщиков на группы. И есть, например, определенный фактор, социодемографический фактор, да? Пол, возраст, женат, дети. Я прошу прощения, это все понятно. И некачественных заемщиков у нас на порядок больше, чем качественных, да? Я так не могу сказать. К сожалению, видимо, это так. Это так. Спасибо, а мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Руслан, ты слышал, целая квартира сгорела, потому что там якобы была майнинговая ферма, и там делали криптовалюту. Я в очередной раз удивился, что нет предела человеческой жадности и глупости, чтобы оборудовать в квартире, пусть даже съемной, майнинговую ферму. Но, но люди же говорят, что зарабатывают, что это вообще валюта будущего. Ну, слово «зарабатывать» в данном случае у меня вызывает только усмешку. На самом деле на этом строится расчет всех дельцов от полумошенников. Да? На желание людей заработать быстро и без усилий. Ты считаешь, что... Это гарантированный развод, конечно. Ну, давай об этом поговорим. Давай поговорим об этом. Не переключайтесь. Смотрите во второй части программы. Люди разучились информацию воспринимать критически. Не всегда взятый кредит – это плохо. Да многие вот с такими глазами приходят, я говорю, вы куда смотрели? Рубль туда, рубль сюда, рубль там в третью корзину, так? Через 5 лет уже будут появляться какие-то новые вещи. В эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем вопросы финансовой грамотности. Как вложить деньги и при этом их не потерять. Относительно новое слово в экономике и финансах – криптовалюта. От традиционных денег она отличается тем, что ее не печатают, а добывают. Для этого нужно электричество и компьютерное оборудование. Как это происходит, подробнее расскажут уфимские криптодобытчики и их соседи. Сколько он сегодня заработал на криптовалюте, Максим Бычаев следит вот по этим графикам и таблицам. Полгода назад мужчина на сбереженные рубли купил непонятные еще многим цифровые деньги. Решил зарабатывать на колебаниях курса. Каждый может рассуждать по-своему. Для меня очень легкое понятие, для того, чтобы было понятно на 3 пальцах. Я люблю сравнивать его с золотом. Золото – это актив. Золото можно добывать, золото можно хранить, золото можно торговать на рынке. То же самое и криптовалюта. Колебания курса криптовалюты как американские горки. Когда начнется следующий крутой спуск или подъем, никто не знает. И тем, видимо, привлекает любителей азарта. Цифровые деньги создают на так называемых майнинговых фермах. Вот одна из них в Башкирии. В отдельном ангаре на частной территории коттеджного поселка «Белая усадьба». Там морской контейнер внутри, мне показалось, что морской контейнер, разделенный на ячейки. И стоят вот похоже на айсики, или как их называют, я точно не знаю, это оборудование для майнинга. И, дырки пробиты с 2 сторон, с этой, с той, с вентиляцией, я так понял. Эту историю редакция «Честно говоря» рассказывала осенью 2021 года. Тогда жители поселка жаловались, с появлением фирмы у них начались перебои с электричеством. Добыча криптовалюты якобы приводила к поломкам бытовой техники у соседей, а у некоторых вызывала даже головные боли. Я просыпаюсь от сильной головной боли. Плюс ко всему идет постоянная, знаете, как вот это вот пеленговая такая вот. Бывает же, когда вот охота на лис или еще что-то, вот такие какие-то пиу, вот такие вот звуки. Представляете? То есть у меня сильно ухудшилось здоровье. Оборудование работало 365 дней в году, 24/7. И соседи пытались хоть как-то поговорить с владельцем и найти компромисс. Вот люди жалуются, говорят, у вас здесь майнинговая ферма, мешает которая. Нету ничего. Как нет? А можем зайти посмотреть, если нету ничего? Нет, конечно. Почему? На основании. Но вы же говорите, нет ничего? Ничего. Вы что, чего-то боитесь, скрываете, что ли? Не боитесь. История закончилась. Нелегальную добычу прервали злоумышленники нелегальным методом. Майнинговую фирму обокрали. Все оборудование на миллионы рублей вынесли. Рынок производства криптовалют, так называемый майнинг, в России государством не регулируется. Хорошо. Мошеннические действия понятно. Когда люди не смотрят на годовые проценты, тоже понятно. Но ведь есть, кроме старого доброго депозита,
есть же какие-то и другие инструменты, на которых действительно можно заработать. Не какие-то фантастические 500% годовых. Это сразу фантастика. Люди, которые на это подписываются, их нужно на экспертизу отправлять. Скорее всего, психиатричку. На самом деле, правда? Руслан, абсолютно поддерживаю. Сейчас каждый банк, в условиях, когда ставка у людей, допустим, там 2-3 года назад, 4 были депозиты там под 8, под 10%, и последние там, года полтора, когда ставка снижалась, дошла до 4, да, и вклады в банк дошли там до 5%. Человек приходит... Люди начали свои деньги забирать из банка, да? Абсолютно верно. Значит, приходит в банк, было 8, стало 4. Неинтересно. А какие другие варианты у вас есть? И банки начали предлагать открытие счетов, брокерских счетов, для того, чтобы завести клиентов через управляющую компанию на рынок ценных бумаг. И покупать на рынке ценных бумаг облигации, акции, ПИФы, какие-то там облигационные это займы. все-таки высокорисковые, да, инструменты? Там есть высокорисковые акции, а есть безрисковые практически на уровне федеральных, там, суверенного долга России, там ОФЗ государственные. Айдар, согласись, да, но в этом есть определенное лукавство. То есть финансовые организации, банки, официальные банки говорят клиенту: вот есть такие инструменты, но ты сам решай, идти на этот риск или не идти. Абсолютно, да. Есть лукавство в этом определенное? Есть выбор. Многие предлагают инвестировать куда? В криптовалюту. Вот, Ренат, вот вы как относитесь к криптовалюте? Вы инвестировали? Не вы лично, конечно, вы инвестировали или нет, я не знаю. Или хотя вы инвестировали? Нет, я в криптовалюту не инвестирую. Посоветовали бы? Примерно 2 года назад ко мне обратился старый товарищ, который на рынке криптовалют 5 лет работал, предложил создать совместную компанию как раз по майнингу и по криптовалютам. Для меня это была магия. Я не понимал, что такое биткоин и так далее. И, кстати, я тогда вспомнил, в 2013 году, когда мы из финансового консалтинга переходили в общепит, у нас тогда был вопрос, может быть, из финансового консалтинга в общепит? Да. Купить биткоин. Через криптовалюту? Не. Там был вариант купить кафе, несколько кафе купить. Либо вложиться в или там биткоин стремительно рос. И что? И мы купили бургерные. Мы купили бургерные. Так. И теперь все видят, как отрос биткоин, да, сколько биткоин стоит. Тогда он стоил центы. Сейчас он стоит десятки тысяч долларов. 1 биткоин. Вот. Вы жалеете сейчас, что... бургерные дефолтнули в итоге у нас. То есть мы там с ними подпрыгивали. И этот Вы проект жалеете сейчас об этом? Я о том, что бургерный вложился. Вместо криптовалюты? Ну, для меня она всегда такая немножко история была рядом с магией что-то. Что-то где-то параллельная вселенная, да? Ну, если бы, допустим, вы оборудовали свою майнинговую ферму в квартире, она бы сгорела. Но это как это произошло недавно в Уфе, это так и произошло, да. Для этого есть специальный центр обработки данных, где делается это профессионально, и обслуживают профессионалы. И технологическое оборудование стоит подготовлено. И вот, собственно говоря, такую компанию как раз и было предложено в том году сделать. Айдар, скажи, пожалуйста, вот есть будущее у цифровых денег? Давайте так назовем. Конечно, у цифровых денег. Конечно, есть. Есть? Конечно, есть. А мне кажется, этот интересный вопрос Расиме задать. Мы все ждем, когда... Надо просто разделять личное мнение Расимы и официальную позицию Национального банка. Я не про официальную, наверное, все-таки. Есть возможность личную позицию озвучить? Ну, личная позиция моя в отношении криптовалют... Цифровых денег. Цифровых денег. Назовем, да. Этот рынок, он характеризуется вообще очень высоким риском. Когда человек принимает решение заняться криптовалютами, он, конечно же, понимает, что весь риск он берет на себя. В любом случае, вот если мы возьмем вообще все возможные способы инвестирования, надо четко просто вот прям такую линию провести. Вот вклады гарантированы к возвращению в случае банкротства банка. Все остальное – это мы берем риск на себя. И если мы терпим какие-то убытки, все свое состояние вбухали и проиграли. Вот вы посмотрите, ведь волатильность того же биткоина. Сколько стоил биткоин месяц назад? Сколько он стоит сейчас? Не следим, честно говоря. Да, там колебания, волатильность, то есть, по сути, колебания очень... Но то, к чему вы ведете, совершенно верно. Мало не того, надо вкладывать свои последние деньги в какие-то высокорисковые инструменты. Нужно вкладывать в высокорисковые инструменты те деньги, с которыми вы можете, по сути, легко расстаться. Возможно, да? Да, вот вы, когда принимаете решение, вы просто скажите мне, себе внутри скажите, я
могу потерять 100 тысяч рублей на криптовалюте, и мне никакого ущерба для с таким моего же личного успехом можно сходить в казино. бюджета. А как известно, казино выигрывает всегда. Еще один момент, ведь анонимность проведения платежей, я уже здесь, наверное, высказываю позицию Банка России, анонимность проведения расчетов с криптовалютами, по сути, позволяет их использовать в мошеннических действиях, что совершенно недопустимо, или возможность даже финансирования терроризма. То есть в этом отношении, мне кажется, это очень даже неэтично. Спасибо большое. Если все же избежать финансовых неприятностей не удалось, как поступать пошагово и выйти из сложного положения, расскажут эксперты. Взять сначала один кредит, потом второй, Алину Тангельбаеву подтолкнули личные нужды. Увлеклась и задолжала банкам 1,5 миллиона рублей. А потом потеря работы, пандемия, просрочка оплаты, пени. Женщина решила объявить себя банкротом. Не думала, что попаду в такую ситуацию, что не смогу оплачивать, но получилось так, что я ушла в декретный отпуск и по уходу за ребенком и не могла оплачивать, да. В итоге у вас задолженность? И в итоге у меня образовалась задолженность. Пандемийные ограничения сильно ударили и по бизнесу. Некоторые фирмы не смогли удержаться на плаву и закрылись. Чтобы по коммерческим долгам не пришлось отвечать личным имуществом, у предпринимателей есть официальная возможность уйти от долгов, оформив процедуру банкротства. Отличие нашей компании от других в том, что в случае, если мы беремся за дело, то мы его доводим до конца. И прежде чем заключить договор на оказание юридических услуг, мы досконально просматриваем все дело, проверяем все сделки, наличие имущества и прочее. Только в случае, если мы убеждены, что мы поможем клиенту в решении его финансовых проблем, то мы возьмемся за это дело. Кредитные истории у всех разные. У финансовых проблем тонкостей много. И чтобы распутать клубок долгов, нужен большой опыт работы с судами, инстанциями и документами. Оценить компанию можно по количеству успешно завершенных дел. Например, у юристов Zealand Group за 3 года работы выведено из-под долгов больше 350 клиентов. Резюмируя наш сегодняшний разговор, скажите, пожалуйста, у нас есть такая любимая фраза в программе «Свет в конце тоннеля». Да, вот в этой теме финансовой грамотности людей и их ответственности за собственные финансовые решения. Вот вы видите свет в конце тоннеля этого? Ну, не раньше, чем через лет 20, мне так кажется. Ничего себе оптимизм. А здесь и сегодня-то с чего начать? С детей нужно начинать. То есть с подростков. Со школьников. Со школьников, да. Вот там еще может что-то заложиться, отложиться у них, да. Именно приводить примеры, на что обращать внимание, что может случиться, если вы пойдете, то есть, по рисковому пути. И правильно, вот я соглашусь, что не нужно вкладывать те деньги в сомнительные... Если вы хотите очень быстро заработать, и у вас, допустим, нет свободных денег, и вы что-то будете там, семьи, да, нужно будет продать и так далее, не надо в это вкладываться, нет смысла. Ну, нет халявных денег, ну, нету. Бесплатный сыр только в мышеловке. Все знаем, где он, да. Но это понятно, глупость. спасибо. Айдар. Я считаю, что свет в конце туннеля – это всегда движение. То есть мы никогда не дойдем... Движение навстречу идущего поезда? Ну, практически, да. То есть мы никогда не можем сказать, что все, достигли полной финансовой грамотности, и теперь мошенничества не будет. Никогда такого не будет. Человеческая натура такая, что всегда будут появляться свои там Ильфы Петровы. Значит, вот в чем ты прав, действительно. Мы разве могли предположить там буквально еще 10 лет назад, что у каждого в телефоне будут приложения, даже несколько там банковских, там, финансовых, да? Мы движемся Pay, к цифровым деньгам, там, да, как бы там, понятно, что там вот пока там регулятор там нет, все не проверит, не сделает, чтобы это было все нормально. Людям туда опасно заходить. Но через 10 лет, даже через 5 лет уже будут появляться какие-то новые вещи, новые там заманухи, которые там будут предлагать какие-то интересные сейчас, вещи. с Нового года, если человек захотел наконец откладывать свои там 10%, или сколько нужно на самом деле откладывать, чтобы хоть какую-то там подушку безопасности иметь? Важно делать стабильно ежемесячно, там, по возможности. Там, да? Так. Хоть рубль, хоть 10, хоть 20, там, да? Откладывать, лучше переводить в какую-нибудь валюту, чтобы не было там соблазна. Там, значит, и раскладывать по возможности по разным корзинам. Да. Пусть у тебя будет 5 рублей, но рубль туда, рубль сюда, рубль там в третью корзину. Так? Абсолютно. Ренат, аналогичный вопрос. По финансовой грамотности? Про свет в конце тоннеля. Он, безусловно, есть. Уже много лет 10,
наблюдая за той работой, которую проводит Финпотребсоюз Республики Башкортостан. Нам повезло, у нас 10 лет назад был анонсирован крутой проект. Это финансовая олимпиада среди школьников. И если сначала для того, чтобы наполнить аудиторию участниками, хватало небольшой буквально залы, и участников было не так много, то сейчас участие в этих мероприятиях предпринимают ученики со всей республики. И важный момент, мало кто понимает, кроме того, что все участники, они получают финансовые знания, да, очень важно, что призеры Олимпиады по финансовой грамотности, республиканские призеры, они имеют возможность поступить на бюджетные места в крупнейшие экономические вузы страны, например, Высшей школы экономики. А это стоит очень дорого. У меня у друга училась там дочь, он там по 500 тысяч минимум платить надо. И вот, на бюджет попасть очень тяжело, да, большой конкурс. И почти все время, сколько финансовая олимпиада есть, я в той или иной роли принимаю участие. И я вижу, насколько сильно изменяется отношение детей, насколько они становятся финансово образованы. И у нас уже есть выпускники вузов, которые прошли и олимпиаду, и закончили вышку, например, Высшую школу экономики. И они сейчас... А это ребята из районов. То есть, да, то есть, что они будущее. Да, вы продолжаете, продолжаете ту мысль, которую высказала Юлия, что начинать нужно со школы, даже с детского сада. Расима, ваше мнение по вопросу о свете в конце тоннеля имеет особое значение? Наверное, свет в конце тоннеля мы уже увидели. Можно сказать, есть явные признаки того, что наши дети действительно стали более финансово грамотны. Это помимо того, что они очень активно... 80% призеров финатлона – это жители нашей республики. По поводу детских садов, у Банка России вообще одной из задач повышения финансовой грамотности у нас целевая аудитория охватывает в том числе и детей. У нас есть опорные детские сады. Вот, например, та же Аленушка, вы знаете, там для детей даже есть и банкомат. Ваша целевая аудитория еще хорошо помнит советские рубли. Вот это ваша целевая аудитория. Наша целевая аудитория не ограничивается детскими садами. Вот, по поводу участия школ. Впервые за последние 4 года... Вообще Банк России проводит регулярно весенние и осенние сессии по повышению финансовой грамотности, онлайн-уроки. Там есть блок в том числе. То есть и воспитание, обучение и образование. Прежде всего. В этом году впервые Башкортостан обеспечил 60% охват школ. Наши дети, безусловно, будут финансово грамотны. А в этих уроках я могу поучаствовать? Конечно, вы можете. Вы можете записываться. На сайте есть информация. Можно просто в поисковике набрать. Но сейчас, вот 17 декабря, к сожалению, уже цикл закончился, но начнется весной. Вообще взрослый человек. Взрослый человек, там нет ограничений. Может любой желающий воспользоваться. Мало того, родители что... приглашали бы, да, вместе с детьми. И родители слушают. И родители слушают. Попадание в финансовую пирамиду. Не гарантирует. Но хорошо. То, что обеспечивается уже такой большой охват, говорит, во-первых, о высоком интересе. Заинтересованности, да. Уважаемые гости, вам большое спасибо за предметный, очень актуальный, важный, главное, честный разговор. Большое спасибо, что нашли время прийти. До свидания. Спасибо. 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 У меня, честно говоря, уже ощущение дежавю вот с этими мошенниками постоянно. Говорим, а все, мне кажется, все это вот прям очень яркий получился разговор. Спасибо. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Слушай, каждый день бы так жить. Роскошный отель, лобби, кофе, деловые разговоры, инвестиции. Для кого-то этот отель предел мечтаний, да? Но на самом деле, Алсу, у меня вот такое ощущение после выпуска, да, что сколько бы мы ни делали материалов про мошенников и их жертв, их меньше не станет. Не знаю почему. Может, потому что это заложено в человеческой природе. Помнишь, как у Пушкина? «Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад». Не знаю, мне кажется, в человеческой природе, Руслан, заложено, чтобы жить лучше, чем ты уже живешь. Но вот в этой гонке нужно оценивать адекватно свои возможности, ну и быть финансово грамотным, о чем мы сегодня как раз и говорили. Вот, Алсу, адекватность – это самое ключевое и верное слово применительно к деньгам. И вообще, конечно, у всего есть своя цена. И у этой чашки кофе тоже. Ну, ты хорошо ее оценил.
Долги бывают разные. Долги бывают служебные, родительские, в конце концов, супружеские. Но все-таки первозначение слова «долг» – это деньги. И суть долга в том, что ты берешь деньги чужие на время, а отдаешь свои и навсегда. Поэтому всегда читайте последнюю страницу кредитного договора мелким шрифтом. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.